Южнобережные крымские татары относятся к условной субэтнической группе, имеющей самоназвание Ялы-Бойлю, буквально южнобережные или прибрежные. Соответственно, и проживают представители Ялы-Бойлю вдоль крымского побережья от Балаклавы на западе вплоть до Феодосии на востоке. Согласно утверждениям этнографов, этот субэтнос сложился чуть позже Орта-Йолак и Ногаев и считается самым молодым. Представители субэтноса Ялы-Бойлю занимают южные склоны Нагорная Плата, главной гряды Крымских гор. Эта территория представляет собой узкую полосу вдоль побережья Черного моря и отличается большим разнообразием почвы. С севера она ограничена сплошной горной цепью, которая местами образует узкие высокие горные перевалы, открывающие дорогу к континентальным районам Крыма. С юга же имеет широкий выход к морю с удобными гаванями. Климат здесь субтропический, средиземноморского типа, а это во все времена способствовало развитию специализированного земледелия, такого как технические культуры, виноградарство, садоводство и других. Этот регион всегда был оживленным. Из небольших поселений здесь выросли крупные политические, исторические, административные, хозяйственные, торговые центры полуострова, от античности до Крымского ханства, такие как Сюмбулон-Лимен, современная Балаклава, Алустон, Алушта, крепость Фуна, Сугдея, Судак и другие, а также множество крупных и средних деревень, расположившихся в живописных местах этого региона. Южный берег в разные времена населяли тавры, скифы, аланы, готы, эллины, печенеги, кыпчаки, итальянцы, преимущественно генуэзцы. Оставили здесь свой след и частично турки-сельджуки. Все они приняли участие в формировании этногенеза южнобережных крымцев. Однако и здесь стоит сделать акцент, что почти каждая деревня Южного Крыма до депортации имела свои особенности, хранила и передавала из поколения в поколение свои традиции и историю. А в типажах и характерах современных крымских татар этого региона ярко проявились черты далеких предков, к примеру, таких как готы или итальянцы. Диалект Ялы-Бойлю относится к кыпчакской группе тюркских языков, однако здесь преобладает агуско-сельджукская подгруппа, которая в свою очередь делится на три основные говора – балаклавский, ялтинский и судакский. В расовом отношении антропологический тип южнобережных крымцев европеоидный. Признаки монголоидности отсутствуют. Большая часть Ялы-Бойлю по сравнению с двумя другими субэтносами приняла ислам в качестве религии достаточно поздно. Об этом свидетельствуют письменные источники ханского периода. И в то же время именно из этого региона вышли наиболее известные мусульманские ученые, как до ханского периода, так и в годы государственности крымских татар. Многие из них носили приставку к имени Аль-Крыми или Аль-Кафауви. Этнограф XIX века Гюстав Раде описывает южнобережных татар как людей высокого роста, крепкого телосложения, имеющих смуглый цвет лица, продолговатые приятные лица, нос прямой, а волосы и глаза черные. Но описания ученого только отчасти точны.
Напротив, именно в этом регионе очень часто встречаются крымцы с бледной кожей, русыми или рыжими волосами и светлыми глазами, а в целом действительно это были высокие и сильные люди. Оставил описание о южнобережных татарах маршал Франции и путешественник Агюст Фредерик Луи Мармон, посетивший Крым в 30-х годах XIX века. Он писал: «Они высоки, красивые черты лица их резки и правильны, в них есть природная возвышенность. Они спокойны и важны, прекрасное племя, которое теперь поражает глаз». Многие путешественники в разные времена, посетившие Крым, отмечали, что жители Южного Крыма добры, гостеприимны и честны. Многие открыто восхищались красотой мужчин и женщин этого региона. Более поздний автор, этнограф Борис Куфтин, писал, что женщины этого региона отличались миловидностью, стройной фигурой, нежной кожей лица, большими темными глазами и изящно очерченными бровями, красивую форму которых они подчеркивали сурьмой. Представительницы Ялы Бойлю все, вне зависимости от возраста, по свидетельству этнографа, красят волосы хной в огненно-красный цвет. Этой же краской окрашивают пальцы рук и ладони в 5 точках. И если со стороны гор жители Ялы Бойлю были защищены естественной преградой горными массивами, то со стороны моря их селения могли подвергаться нападению со стороны любителей незаконных захватов или грабежей. Другими словами, это могло быть самое настоящее морское пиратство, о котором так мало говорят, но которое получило широкое распространение в Черном море, особенно в период XVI-XVII веков. Именно этот фактор вынудил буквально перемещаться целыми селениями от моря вглубь территорий. Это уменьшало опасность нападения, и с берега они были не так заметны. Немало путешественников описывали быт южнобережных крымских татар, и для каждого было важно начать описание с поселений и жилищ. Сразу оговоримся, что для всего южного берега они не были типичными и одинаковыми. Присутствовала схожесть, но они отличались друг от друга в зависимости от рельефа и ландшафта местности. Как правило, селения располагались на склонах плодородных долин и приобретали форму живописного амфитеатра, вытянутого вдоль течения речки. Особенно это было хорошо видно в Алуштинском районе. Вот как описывал дома этого региона французский политический деятель, побывавший в Крыму в XIX веке, Шарль Жильбер Ром. Дома в Алуште расположены амфитеатром по склону горы. Крыша каждого дома представляет собой горизонтальную террасу из утрамбованной земли, насыпанной на потолок, сделанный из коротких и плоских деревянных брусьев. Дымоходная труба проходит сквозь террасу, и отверстие ее отделано камнем, образующими круглый футляр. Во время дождей или в тех случаях, когда земля на террасе почему-либо разрыхлена, они обычно утрамбовывают ее, чтобы уплотнить и тем воспрепятствовать просачиванию воды. Для этого на террасе у них всегда лежит специальное приспособление – доска в 2-3 фута, изогнутая в виде дуги с палкой сверху, тоже изогнутой. За нее и приводят в действие это орудие, когда утрамбовывают землю. В данном случае Ром имел в виду басмах, а, к примеру, в деревне Дорекой для той же цели использовали приспособление в виде катка или валика, который никогда не убирался с крыши. Все огороды, сады, виноградники, табачные плантации местных жителей находились вне деревни, на свободных площадях. Что касается улиц, то по наблюдениям этнографа Бориса Куфтина в некоторых селениях их почти не было.
Вместо них имелись кривые каменные лестницы в узких промежутках между двухэтажными домами, которые возвышались один над другим, образуя по склону ущелья сплошную многоярусную постройку, издали напоминающую гигантские соты. Всему селению особый местный колорит придавали галереи или даже комнаты на консолях, визуально делая саму постройку легкой и объемной. Плоские кровли служили одновременно и двором. Не исключено, что такие условия повлияли на сравнительно большую свободу в повседневном быту южнобережных женщин, так как полное женское уединение здесь было попросту невозможным. Английский политический деятель XIX века Генри Сеймур писал, что летними вечерами в Кутлаке, Козах и Атузах на плоские крыши домов, широкие галереи и приусадебные террасы выходят все – мужчины, женщины, дети. В темных прохладных комнатах не остается никого. Люди чинно рассаживаются в последних лучах заходящего солнца и любуются им, пока оно не сядет за хребты гор. Опускается вечерняя прохлада. Отовсюду несутся звуки негромких, спокойных бесед. Однако такой тип жилищ был не везде. К примеру, в Ялтинском регионе и к западу от него этот характерный вековой тип уступал место домам с двускатной черепичной крышей. Менялась уже здесь и планировка селений. Присутствовала более выраженная сеть улиц, а вокруг домов появляются дворы с садами. Что касается планировки и внутреннего убранства крымско-татарского дома, то в целом они имели довольно схожие черты и соответствовали общим эстетическим и бытовым принципам, и лишь незначительные элементы делали непохожими дом ногайского татарина и жителя предгорного региона, или же наоборот объединяли в схожих деталях с южнобережным. Основным занятием южнобережных крымцев было садоводство, виноградарство, табаководство, отконно-пастбищное, наяйлы-скотоводство, пчеловодство и рыболовство. Для посадки садов, виноградников и табачных плантаций вдоль южных склонов гор высекались среди лесных зарослей поляны – чаиры. Здесь же устраивалось искусственное орошение. Использовались для этого ближайшие горные ручьи. Примечательно, что на южном берегу, наравне с обычными здесь вишневыми, яблочными, грушевыми, черешинами, персиками и прочими садами, выращивали миндаль, инжир, гранат и маслину. В советские времена исследователи Крыма стремились показать, что только после первой оккупации полуострова России здесь стали развиваться садоводство и прочие культуры сельского хозяйства, что якобы русскими колонистами были завезены в Крым культурные сорта персика, миндаля, инжира, граната и даже маслин, а виноград здесь рос дикий и безвкусный. По утверждению таких авторов, как современный севастопольский историк, краевед Евгений Веникеев, в Крыму не росли кипарисы, тополя, магнолии, акации и прочее. По его мнению, все это якобы тоже завезли после 1783 года. Другой же автор, географ Жанна Амфитеатрова, утверждает: лавр, оливковая, гранатовая и другие деревья были завезены в Крым в XIX веке из Франции и акклиматизированы здесь заботами дюка де Ришелье, генерал-губернатора Бессарабии. Конечно же, утверждение упомянутых авторов не выдерживает никакой критики. Таким образом, без подтверждающих фактов, в современной исторической литературе все еще бытует мнение, что садоводство в Крымском ханстве искусственно и умышленно сводили буквально к нулю. Однако не будет лишним напомнить, что французский инженер Гийом де Баплан, венецианский архитектор Алоизио дель Монтаньяно, миссионеры Жан де Люк и Бертелли да Сколли
польский посол Мартин Броневский, османский путешественник Эвлия Челеби, французский дипломат Шарль де Пейсенель, немецкий историк Иоганн Тунман и многие другие, побывавшие в разное время в Крымском ханстве, не обошли в своих трудах тему садоводства. Большинство дипломатов, путешественников, миссионеров обращали внимание на плоды, произраставшие в богатом краю. Перечисляли сорта яблонь, груш, слив, вишни, айвы и ореховых деревьев, растущих в ханстве в изобилии. Отмечали, что дома местных жителей окружены пышными фруктовыми садами, и к ним ведут кипарисные аллеи. Одним словом, подробно освещали одну из передовых отраслей сельского хозяйства крымско-татарской державы. Именно они сообщают о многовековом опыте южнобережных татар выращивать, к примеру, гранаты маслины. Что касается гранатовых деревьев, то они выращивались преимущественно в садах от Балаклавы до Алушты. Их плоды вызревали до октября. Популярной культурой на южном берегу в ханский период были маслины. Их употребляли как высшее сословие, так и простые крестьяне. Маслины выращивали по всему южному берегу, но больше всего деревьев этой культуры росло между Балаклавой и Ламбатом. Плоды крымских маслин были не очень крупные, их предпочитали солить, и они шли на потребление внутреннего рынка, так же, как и оливковое масло. Виноградарство южного берега Крыма можно смело назвать целой культурой. Конечно же, оно зародилось задолго до образования крымско-татарской державы. Однако именно в ханскую эпоху уже были отмечены целые династии виноградарей, которые передавали новому поколению ценный опыт селекции винограда. Со временем это привело к созданию уникальных крымско-татарских сортов, хорошо приспособленных к местным условиям произрастания и удовлетворяющих запросы местных жителей. Крымское виноградарство развивалось и совершенствовалось. Здесь также практиковалась гибридизация. Где бы ни побывали крымско-татарские представители, послы, дипломаты, паломники или просто путешественники, они везли с собой в ханство чубуки разных сортов винограда. В подтверждение этому писал и историк Феоктист Хартахай. Виноградарство доходило у татар до страсти, и они привозили в Крым лозы всех стран. В ханский период своими виноградниками славилась Судакская долина, где культивировались исключительно аборигенные местные сорта винограда. Виноградарство было культурой прибыльной с экономической точки зрения, так как многие сорта винограда шли на продажу далеко за пределы обширных владений Крымского ханства, как в свежем, так и в вяленом виде. Из ягод винограда местное население изготавливало соки, шербет, бекмес и разные сорта вин. Специально для этих целей изготавливались виноградные прессы двух видов – тарапаны и скенже. Первые были переносные, вторые – стационарные. Иногда виноградные прессы вырубались в скале, а были и такие, которые строились из каменных плит, скрепленные раствором из глины. Конечно же, виноделы были хорошими дегустаторами. Делили крымский виноград на винные, столовые и кишмишные сорта. Прекрасно разбирались во вкусах своих потенциальных покупателей. Ведь крымское вино было рассчитано на внешний рынок и, как правило, шло на экспорт в восточные и центральные страны Европы. Крымские виноделы не уступали в качестве своего продукта венгерским и даже знаменитым французским винам. Подтверждает это французский дипломат при крымском дворе Шарль де Пейсенель. Он писал, что уникальные крымские вина считаются элитными даже в производящих собственные вина странах Южной Европы. Нельзя обойти стороной еще одну статью дохода южнобережных жителей. Это был лен.
Его сеяли высоко на горных полях от Алушты до Туакской долины и у села Капсихор в Судакском районе. Крымский лен был мягкий, тонкий и высоко ценился. Но еще одной страстью Ялы Бойлю был табак, причем не только для мужского населения. Писатель Павел Сумароков в конце XVIII века писал, что в Крыму настоящее курительное царство, так что редко человека встретишь без трубки во рту. Табаководство получило большое распространение в Крыму в XVII веке, в основном в прибрежной его части. По мнению крымцев, лучшие табачные плантации находились в Партеницкой долине, где табак по своему достоинству, запаху и вкусу равнялся с лучшими сортами османского табака. А вот рыбный промысел среди южнобережных татар не пользовался большой популярностью, хотя рыбные блюда входили в рацион крымцев этого региона. Католический проповедник Жан де Люк в XVII веке отмечал, что рыба в Крыму дешевле мяса. Как правило, рыбу и икру, называемую кавьяр, солили в керамической таре и отправляли на экспорт. Это подтверждает и историк Тунман. Богатый улов рыбы давал часто названия населенным пунктам в этих местностях. Еще одной важной особенностью южного берега было судостроение. Именно здесь жили лучшие гимеджи, то есть корабельщики. Доминиканский миссионер Дартелли Досколи в 1634 году писал, что в Балаклаве строятся крупные галеоны для доставки толстых бревен в Александрию, а также был свидетелем строительства более легких галер. В Гурзуфе, Партените и Кучук-Узене строили суда, небольшие шхуны, рыбачьи баркасы, на которых совершали регулярные перевозки в порты Османской империи. А вот в деревне Бююк-Ламбат в небольшом заливе находились верфи, где строили корабли исключительно для хана, его семьи и высокопоставленных особ. Наравне с другими ремеслами на южном берегу большое распространение получили мастера по обработке камня – ташче. К примеру, считалось, что лучшие каменные жернова изготавливали недалеко от деревни Кутлак в Судакском регионе. Здесь же, в окрестностях деревни Кос и Кутлак, из плит серого песчаника изготавливали мосты и надгробные памятники в Башташе. Так же, как горные татары, жители Ялы Бойлю сеют хлеб. Особенно это было видно в Алуштинском районе. Разводят овец, коз и крупный рогатый скот. Здесь также популярна горная порода лошадей. А в рацион питания входят мясо, молочные продукты, рыба и большое количество зелени, овощей, фруктов и, конечно же, виноград. Накануне Второй мировой войны среди крымских татар, живших в Крыму, около 30% составляли южнобережные, около 20% нугаи и около 50% горные и предгорные. Однако депортация крымских татар в 1944 году разрушила традиционные ареалы расселения. В результате смешанного проживания крымских татар в местах ссылки происходило размывание субэтнических групп народа. Этот процесс продолжается и в наши дни.